Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы с вами будем готовить очень старинные, очень вкусные татарские пирожки. Называются бекен с морковью. Такие пирожки готовила моя бабушка. Давайте хоть на минутку вернемся в детство и вспомним этот вкус. Кто видел мое предыдущее видео, наверное, видели, как мы сегодня убирали урожай моркови. Вот такая у нас морковка родилась, очень хорошая, прямо с грядки, прямо сегодняшней, даже еще суток нет. Так что для начала мы будем делать тесто. Для теста нам понадобится одно яйцо, 250 грамм теплого молока, так, пол чайной ложки соли, столовая ложка сахара. Так, здесь у меня еще останется разрыхлитель. Дрожжи 15 грамм. Дрожжи я готовлю с сырыми дрожжами. Мне почему-то с ними больше нравится. Все хорошенько размешаем. Добавляем муку. Мука у меня просеянная. Добавляем 100 грамм мягкого сливочного масла. Добавляем разрыхлитель. Разрыхлитель у меня 10 грамм. Вот такое мягкое пластичное тесто я замесила. Сейчас ставим ее где-то на час на расстойку. Теплое место накроем салфеткой и поставим на расстойку. А пока тесто у нас будет подниматься, надо будет заняться начинкой. Для начинки нам надо будет килограмм моркови, 3 яйца. Морковь надо будет отварить, яйца тоже отварить. Пока мы займемся этим. Морковь я отварила до полуготовности и почистила. Сейчас будем ее натирать на крупную терку. Морковь я натерла. Сейчас натерем яйца на крупную терку тоже. Добавляем чайную ложку неполной соли и столовую ложку сахара. Вот такая красивая солнечная у нас начинка получается.
Наше тесто подошло. Сейчас будем делать беккен с морковью. Сейчас тесто поделим на 2 части. Сделаем такие колобки. Сейчас будем делать беккен с морковью. Положим кусочек сливочного масла, чтобы беккен был сочным и вкусным. Кладем нашу начинку. Такой беккен получается. Сейчас будем делать косичку. Вот такой беккен получился, очень красивый. Пирожки я сделала. Сейчас их смажем растительным маслом. Сразу в духовку пирожки не ставим. Их еще оставляем пока на столе минут на 15, на 20, на расстойку, чтобы они немножко приподнялись. Потом печем при температуре 200 градусов минут 20-25, может 30. Ну как зарумянится. Наш беккен с морковью готов. Вот такие вкусные, аппетитные, такие румяные получились. Сейчас попробуем разрезать одну. Очень мягкие. Сочные, очень вкусные. Попробуйте вы тоже приготовить. Это очень-очень вкусно. Я думаю, что вам понравится. И не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии. До свидания. Большое всем спасибо.